Спортивная жизнь Ингушетии буквально кипит. Практически каждую неделю в нашей республике проводятся различные соревнования самого разного масштаба. Все это возможно благодаря введению в строй огромного количества объектов спортивного направления. По праву гордиться жители Ингушетии могут открывшимся не так давно специализированным залом дзюдо, построенным в честь победы Хасана Халмурзаева на Олимпийских играх в Рио. Здесь занимается очень много детей. Один из воспитанников ингушской школы дзюдо, Зелимхан Аздоев, обладатель огромного количества наград и титулов, он сегодня в сборной страны на хорошем счету. В данный момент мы, как всем известно, в регионе с Хасаном, с Хусейном, Усой, все мы находимся в одной сборной уже команде России. Также уже туда же попали Вахид Даурубеков, и наши парни с каждым годом через чемпионат России, соответственно, попадают в сборную команду. И сборная команда, число именно с Ингушетии людей вырастает все больше и больше. Приходилось как бы в тесной обстановке всегда тренироваться. Но в данный момент уже как бы все кардинально меняется. И как бы и нам тренироваться легче, и думаю, результат повысится обязательно. Борьба, ММА, хоккей, гимнастика и многие другие виды спорта имеют достаточно большие перспективы в Ингушетии. Растет по сравнению с 2008 годом число жителей, регулярно занимающихся спортом. Оно достигло 16,4%. Большое внимание этому вопросу уделил и глава Ингушетии в своем ежегодном послании Народному собранию. В Малгобеке начато строительство, и к концу года мы его торжественно откроем. Это спортивный комплекс с бассейном. Это большой проект для Малгобека, для жителей Малгобека. В сельском поселении Сагапши Малгобекского района завершает строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, сдача которого будет в 2019 году. В 2017 году проведен комплекс мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в том числе фестиваль среди допризывной молодежи всей семьей на ГТО, тестирование учащихся 11 классов общеобразовательной организации на сдачу норм ГТО. В целях развития олимпийских видов спорта в республике проведена работа по реорганизации детско-юношеских школ в организации спортивной подготовки, реализующих программы на основе федеральных стандартов. Глава Ингушетии поручил правительству и Минспорту Ингушетии принять меры по обеспечению финансирования учреждений спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов. На данный момент в Ингушетии с 2008 года открыты десятки учреждений спортивного направления, и это далеко не предел. Последние годы, начиная с 2008 года, в республике построено и отремонтировано более 29 спортивных объектов. С каждым годом мы эту работу наращиваем. Глава четко поставила задачи на 2018 год продолжать работу в том же ритме. Республике строятся еще новые объекты у нас, и в этом году запланирована сдача с плавательным бассейном в Насыркорте, прямо здесь, где мы сейчас находимся. Также в Ингушетии большое внимание уделяется и развитию спорта среди детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Как отметил в своем послании глава, в целях создания условий для занятий адаптивной физической культурой и спортом, подготовки спортивного резерва детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья и интеграции их в здоровое общество необходимо включить в государственную программу создания спортивной адаптивной школы. Все эти направления будут реализованы в полной мере, как уверяют Минспорта Ингушетии. Министерству и правительству дано поручение разработать план работы и создание адаптивной школы для инвалидов. Это очень, кстати, в последнее время очень много лиц с ограниченными возможностями занимается спортом. Есть у нас определенные результаты. Буквально пару недель назад наши спортсмены поехали на чемпионат России, где заняли призовые места. Один занял первое место и отобрался на чемпионат мира. Ингушетия на устойчивом пути развития спорта. Уже сделано многое, однако впереди работы не меньше. И спорт – это такое направление, в котором и от чиновников, и от самих спортсменов зависит все в равной степени. Если будут условия, будут и результаты. В этом наши спортсмены никогда не заставляли сомневаться. Главное – продолжать уверенный вектор развития. Тамерлан Хамхоев, Рамзан Межоев, Новости 24.